В Москве завершает работу художественно-промышленная выставка «Форум. Уникальная Россия». Ежегодное событие в этом году объединило рекордные 1200 участников, и каждый из них привез на выставку изделия декоративно-прикладного искусства, живописи, народных художественных промыслов. Выставка шла 2 недели в гостином дворе. Чем же удивила Якутия посетителей уникальной России, узнаем у Айсены Бурнашовой. Яркий, красивый, нарядный, мех и вышивкой. Я в шоке. Вот действительно встречаюсь с такими вещами интересными, которые не сталкивался я. И это все о якутских изделиях. Ценителям народных промыслов на стенде республики было на что посмотреть. Вот, например, традиционный якутский нож. Сталь 65Г, ручка из капа березы, ножны из бычьего хвоста. Мастер Олесов хоть и изготовил этот нож в Москве, но использовал якутские материалы и технологии. Бычий хвост найти, да, все равно только из родины надо отправлять. Кап березы тоже. Тут в основном продают карельскую березу, а кап только из Якутии тоже отправляют. А вот буктах-сон – традиционное зимнее пальто 19 века. Его на выставку привезла мастерица из Вилюйского улуса. Здесь и отделка в виде сакрального серьге, и орнаменты-обереги. Все в точности, как и 2 столетия назад. Это рысь, бобер, мех белки. Ой, и внутри тоже внутри все белка. отделано. Ага. И с задней стороны тоже очень красиво смотрится. И сколько же вся эта красота весит? Эта красота весит 16 килограммов. Традиции народа в каждом шве и бусинке. Чтобы создать это пальто, Анна Семенова поднимала архивы музея Ярославского. Неделями искала необходимые ткани. Только на шитье ей понадобилось 2,5 года. Столько сил и времени ради главной цели. Я шила такое историческое традиционное пальто, чтобы молодое поколение, внуки, увидели, какую одежду носили наши предки. Пальто создано по всем якутским канонам, с большой ответственностью и трепетом. Вместе с ножами и зимним пальто выставку украсили меха, хомусы, шляпы из конских волос. Работы 9 якутских мастеров. Каждое изделие прошло отбор жюри, поэтому на выставке собраны лучшие образцы народных промыслов Якутии. Сохраняя культурные коды, идти к современности. То есть мы должны показать, что это живо, и это имеет место быть в нашей современной жизни. То есть вдохнуть новую жизнь в народные промыслы, но не потерять эти культурные коды. И это прекрасно понимает еще один участник выставки. Ассоциация «Сделано в Якутии». Под одним брендом представлено сразу 3 компании. В Москву они привезли ювелирные украшения и национальную посуду. Наша основная задача не только показать наши изделия, да, но и искать пути выхода на внешние рынки. Якутские работы настолько впечатлили гостей выставки, что организаторы уже задумываются над проведением регионального формата в республике, чтобы о якутских традициях и народных промыслах знало еще больше людей. И я смотрю, пользуется популярностью стенд, на нем постоянно люди. Поэтому мы очень рады, что вы с нами. И хотим посетить Якутию тоже. И сделать там мероприятие в формате уникальной России, только региональный стандарт такой. Айсена Бурнашова, Туяра Константинова, Григорий Николаев, Виктор Олесов. Москва.